Более 200 спортсменов, представителей 10 бойцовских клубов со всей республики. В зале вольной борьбы на 3 коврах будут выяснять, кто лучше владеет техникой смешанных единоборств в 4 возрастных категориях. На одной из площадок состоялся поединок между Султаном Хаштыровым и его оппонентом. Не прошло и 10 секунд с момента команды судьи, как Султан совершил успешный бросок. Султан представляет клуб «Инфайтинг». 12-летний боец выступает в весе 40 килограммов. Кроме своего превосходства в партере, он также неплохо демонстрирует удары в стойке. Бой для его оппонента оканчивается поражением. Султан успешно совершает прием «треугольник». На втором ковре параллельно соревнуется Абдулрахман Катиев. Тут возрастная категория постарше, обоим участникам по 15 лет, а вес 57 килограммов. Сразу победителя не определишь. Оппонент Абдулрахмана в черном показывает неплохую реакцию и хорошую технику. Аккуратно наносит удары, балансируя между защитой и атакой. Но под конец Абдулрахману все-таки удается побороть своего соперника. Получается, мы начали драться, в стойке дрались. Я понял, что за стойка это вот именно вот на этих соревнованиях стойку не надо использовать. Тут надо было бороться. Вот. Сначала я чуть немного подстал, потом я занимался несколько лет дзюдо. Я вспомнил все, что умел. Я взял его за шею, сделал заднюю подножку, он упал. Удержание сделал, нас подняли. Я выиграл. Турнир по смешанным единоборствам организован в честь наступающего праздника Ид-аль-Адха. Участники и тренеры спортивных клубов оценили мероприятие как отличную возможность для ребят проверить свои способности перед предстоящими международными соревнованиями. Организаторы турнира преследуют цель привить детям интерес к истории и традициям праздника. Призы будут соответствовать праздничной тематике. Мы должны именно детям прививать этот праздник, показывать, что есть действительно вот у нас у мусульман такой священный праздник, который мы должны отмечать. Поэтому мы для детей подготовили, для всех участников, подготовили помимо медалей, дипломов, да, уже и подарки на праздник. Поэтому, я думаю, у нас сегодня пройдет очень интересный, хороший турнир. А главным подарком станет жертвенное животное. Его получит команда, занявшая первое место в общем зачете. Ид-аль-Адха – это один из 2 главных праздников у мусульман. И отметить его в республике традиционно планируют с большим размахом. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.